На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился сегодня с представителями Церковного совета Абхазской православной церкви, сообщает пресс-служба главы государства. Обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутри церковных отношений, взаимодействия государства и церкви. Аслан Бжаня отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства и подчеркнул, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих. Президент также отметил важность сохранения духовности и нравственности среди христианского сообщества. Глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплия поблагодарил президента за встречу, за возможность обсудить насущные вопросы. Виссариона Аплия преподнес в дар Аслану Бжане икону святого апостола Симона Канонита с дарственной надписью «Именной календарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла», а также уникальный золотой крест филигранной работы. Сегодня же с представителями Абхазской православной церкви встретился премьер-министр Александр Анкваб. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры. Александр Анкваб и глава АПЦ отец Виссарион отметили важность продолжения тесного взаимодействия Абхазской православной церкви и правительства по разным вопросам жизнедеятельности государства. Сегодня коллективу Министерства культуры был представлен новый руководитель Гудиса Агарба. Подробности в репортаже Алики Трапш. Представляя коллективу нового министра культуры, вице-президент Бадра Гунба отметил, что национальная абхазская культура насчитывает тысячелетия. Именно культура является важнейшим аспектом формирования нравственной и идеологической основы государственного строительства. А министр Гудиса юзей еще даман шалара, он позвал косоусовна, дара ахер остарство хоп, ацклопшта рутерц, ахенкарат коллективка, а театр, абсолютно театр, яхдеру там что нарквана проблема, большими песо, уеганахила, ахацгалара, а тату иждерут и бзидзана сесеха, а вот юрука культурная его. Абарташек сквертек дзена, аджибаз баз Эльвира Анатолий Патову Палас Верстахов, Алджибаза, Хахтова, Первый вице-премьер Беслан Джопа поблагодарил Эльвиру Арсали за проделанную работу и пожелал успехов Гудиса Агарба на новом ответственном посту. Спасибо вам за ту работу, которую вы проводили. Она очень значительна. Но то, что сегодня происходит, оно будет иметь эффект, когда работа будет только улучшаться во благо государства, во благо всего и в той же нашей культурной сфере. Это покажет время. Кто-то ошибся или кто-то не ошибся, всему это будет зависеть от самих вас. Гудис Агарба, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за оказанное доверие, отметив, что им будут приложены все усилия в решении актуальных вопросов культуры. Я искренне рад тому, что в этой аудитории я вижу много молодых лиц. Мы беседовали на эту тему. Мне всегда приятно работать с молодыми, энергичными, активными. И я думаю, у нас все получится, все будет хорошо. И самое главное, я хотел бы поблагодарить Эльвиру Анатольевну, ваших заместителей, весь коллектив. Мы постоянно наблюдали за вашей активной работой, за тем, на каком высоком профессиональном уровне проводились все культурные мероприятия. И я искренне надеюсь, что мы одной большой единой командой продолжим эту работу. И этот тон, эту высокую планку мы сохраним и приумножим. Экс-министр культуры Эльвира Арсали поблагодарила коллектив за плодотворную совместную работу, пожелав бывшим сотрудникам и новому руководству больших успехов в нелегкой работе. А культура пстазара усио яцо проблема курацшоу, азара курацшоу, аха
Знык концерт бзиагаҿ уаннеилак, премиерагаҿ уаннеирак, цәыргақәҵагаҿ уаннеилак, абри иунаҭо агәалаҟазаара рызегь ухамыршҭ. Ус иҟоуп иара акультура иагьымариоу, иагьыџьбароуп, аха угәалаҟазаара шьҭнахыргьы иҟоуп. Гудис Едуард-иԥа ишәзеиӷьасшьоит, ҳара ҳаиҳабацәа, Рабадра Зураб-иԥагьы ус иуан, саргьы ус изуеит, ҳара ҳааиаанӡа иҟаз зегьы абра ишьҭарҵаз атрадициақәа раԥхьаӡа иргыланы акультура ҭынха иқәырхара, акультураҿ иара абри зегьы атрадициақәа ирыцышәҵо. Гудис Аагрба был назначен министром культуры указом президента Аслана Бжаня 5 июня. Алика Трапша, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 17 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 36 человек. Из них 8 граждан находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели и 1 пациент умер. В Сухумском открытом институте начались выпускные экзамены. Из-за пандемии коронавируса дата их проведения была под вопросом. Определить расписание выпускных экзаменов в ВУЗе было решено после частичного снятия ограничительных мер. Они будут проходить в СОИ с 8 по 19 июня. Репортаж Амелии Бисмарк. 2 июня двери Сухумского открытого института вновь открылись после ограничительных мер, предпринятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Начало лета – пора выпускных экзаменов, которые, несмотря на все сложности, состоятся в САИ в рамках ежегодных сроков. После вынужденного двухмесячного перерыва в связи с коронавирусом мы сегодня проводим государственные экзамены на всех 5 наших специальностях. Всего 84 выпускников в этом году будут сдавать госэкзамены. Причем госэкзамен – это государственная аттестационная комиссия. Значит, мы по всем специальностям, выпускаемым нашим вузом, созданы специальные государственные аттестационные комиссии. Темы дипломных студенты последних курсов закрепили за собой еще в декабре прошлого года. У них было больше 3 месяцев на подготовку к защите, и поэтому проблем со сдачей возникнуть не должно. Это видно еще и по результатам предзащиты, отмечает член экзаменационной комиссии, старший преподаватель вуза Аида Ашуба. У нас сегодня идет первый экзамен. Сдают его юристы. Они к этому готовились давно. Мы связывались с ними из-за этой нашей пандемии по телефону. Все вопросы обсуждались, встречались, естественно, по онлайн. Все студенты готовы, и они это давно ждали. И сегодня такой волнительный день. Во все времена было актуально выражение «учеба всему голова», а сегодня на первое место выходит безопасность. В фойе института организовали своеобразный медпункт. Согласно правилам, в здание вуза можно попасть только в защитной маске и после использования антисептика. В аудитории во время сдачи экзаменов студенты сидят с соблюдением социальной дистанции и даже отвечают по билетам, не снимая маски. Волнение присутствует, но если есть уверенность в знаниях, ничего не может сбить с толку, говорят сами ребята. В принципе, это полугодие у нас не было занятий, мы готовились к дипломной работе, к экзаменам. Единственное, что нам перенесли экзамены, это единственный момент, который был в моей подготовке. А так еще был вопрос о том, что, может быть, отменят, может быть, перенесут. Это тоже некоторое волнение было для меня лично. Мы учились до декабря. После декабря нам было предоставлено время по написанию дипломной работы. За это время практически у меня уже дипломная работа была готова, и после уже появился этот коронавирус. Если выпускники все успели, то подобное нельзя сказать о студентах промежуточных курсов. По причине карантина более 2 месяцев не было занятий. Руководство вуза приняло решение организовать лекции летом, чтобы восполнить пробелы и лишь потом провести экзамены. Что касается приемной комиссии, то она начинается в САИ с 1 июля. 1 июля мы начинаем принимать заявления от абитуриентов. С 20 июля до 1 августа мы устраиваем, проводим вступительные экзамены. А в августе мы, наверное, еще и август будем работать до числа, пока мы все это не утрясем, не сделаем. Тогда, если даже будет такая необходимость,
если там кому-то надо что-то дочитать, досказать, дописать, то мы намерены, у нас уже есть такое решение, что и в августе мы можем кое-что доработать. Сухумский открытый институт предлагает образование по 5 специальностям. В этом году принять на обучение планируется около 100 человек. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На набережной Сухума появится безбарьерная среда. Территория от причала Амра до причала Апра совсем скоро будет соответствовать общепринятым мировым стандартам в плане комфортных условий для передвижения граждан любых возрастов и людей с ограниченными возможностями. На месте работ побывала наша съемочная группа. Безбарьерная или универсальная среда – это территория, на которой созданы условия для свободного передвижения людей разных возрастов, в том числе граждан с инвалидностью, чтобы они могли чувствовать себя в окружающем пространстве комфортно и не зависеть от чьей-либо помощи. Во всем мире при строительстве любых объектов прокладываются пандусы, безопасные пешеходные дорожки. Скоро такие условия будут созданы и на набережной Сухума. Идею молодых архитекторов об устройстве безбарьерной среды на улицах столицы в администрации города поддержали сразу. Было решено, что работы начнутся с набережной Махаджиров. Уже в мае здесь приступили к демонтажу старой тротуарной плитки. Особенность в том, чтобы расширить нашу набережную, чтобы визуализировано, если смотреть на нее, и ощущение будет у наших жителей, у гостей нашей столицы, что единый вид, значит, от прохожей части к парку и к морю, вот постараться эту грань убрать. Эта задумка была наших молодых архитекторов в городе, у которых очень много идей, и мы к ним относимся с большим вниманием. И вот решили попробовать ее здесь реализовать. Посмотрим, как получится. Мы сами только на картинках понимаем, как это будет выглядеть, но в всяком случае вживую, наверное, мы надеемся, что это понравится всем. Ранее глава столичной администрации провел встречу с директором Ассоциации инфосодействия Алхасом Тхагушевым, в ходе которой были предложены идеи по обустройству в городе пандусов и безопасных пешеходных переходов. Что касается набережной, то работы по созданию здесь комфортных условий для передвижения будут продолжены. Также рассматривается возможность укладки велосипедных дорожек. Любителей пользоваться велосипедом у нас много, поэтому мы не только на этом промежутке, но и по всей набережной думаем такой маршрут устроить. А здесь посмотрим, как получится. Пока еще нет завершенного такого момента, именно как использовать этот промежуток. Я думаю, что велосипедисты себе найдут здесь использование. Может быть, мы здесь проведем некую черту, где могут ездить велосипедисты. На набережной Сухума также ведутся работы по демонтажу тротуарной плитки и обрезки деревьев. Кроме того, продолжается благоустройство столичных парков и площадей. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается жаркая безоблачная погода. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 24-29. Температура морской воды плюс 20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.